тени пришли, из тьмы принесли оружие и доспех боевой. Хватило бы оружия того на долгую тревожную жизнь 3 мощных богатырей. Перед Нюргун-Батуром они положили доспехи горой. Говорят: выбирай, все испробуй и осмотри, что по нраву, то и бери. Все примерь, наилучший из всех по плечу избери доспех. Все кольчуги перетряси, ту, что выберешь, и носи. Якутский народный эпос «Аланхо» отражает развитое военное искусство Саха. Богатыри с ног до головы облачены в боевые доспехи и вооружены мечами, саблями, ножами, рогатинами, острогами, стрелами, одеты в 3-, 6- или 9-слойные кольчуги. Однако же до сих пор никто не может точно воссоздать картину того, как выглядели и во что были облачены сильно могучие баатуры. Суровая жизненная школа, пройденная якутами на историческом пути, выковала из них сильный и воинственный народ. Оружие и доспехи якутских воинов были максимально приспособлены к климатическим и географическим условиям жизни. Русские землепроходцы оценили прочность и надежность якутского вооружения. Самым востребованным стал пластинчатый панцирь «Куях». Забыв о русских кольчугах, казаки устроили за ним настоящую охоту. Почему же до сих пор ученые достоверно не ответили на вопрос, как выглядел настоящий якутский «Куях»? Искатели Якутии намерены это выяснить. Якуты образовались как народ в бассейне реки Лена, в среднем течении Амгино-Ленское плоскогорье. Ученые считают, что они сложились где-то, может, начиная с 13 века, возможно, но уже в 14, 15, 16 веках уже здесь сложились как народ. К моменту прихода русских в 17 веке уже якуты, Саха, они сложились как народ. Ну, конечно, тюркские племена, монгольские племена, видимо, когда постепенно осваивали огромные территории Якутии, видимо, у них было вооружение. Вот. Но якуты сам по себе – это очень миролюбивый народ, и здесь таких войн, битв, междоусобных каких-то раздоров и так далее не было. Но это, видимо, связано с тем, что огромная территория, можно было осваивать, и сами племена, допустим, тунгуса-манжурские племена, эвенки, они занимались оленеводством, охотой, но у них нужна была тайга. А вот якуты – это скотоводческий народ. У них нужны были пастбища, аласы. То есть экономические интересы не совпадали, не было таких раздоров, и они как-то, у них был даже обмен. Натуральный обмен продуктами хозяйства тунгусов, эвенков и якутов. Вот поэтому я считаю, что и не было государственного образования. Вот поэтому не было нужды держать таких вооруженных формирований, людей. И, видимо,
Они, конечно, когда постепенно осваивали Якутию, у них, видимо, было и вооружение было, наверное, и различные снаряжение было так. Но постепенно, когда они здесь жили в Якутии, отпало такой большой необходимости, и постепенно, может быть, эти вооружения и так далее постепенно превратились в оружие охоты. Получается, что все наши поиски напрасны и закончились, не успев начаться. Действительно, зачем нужны боевые доспехи, если нет войн? А все оружие предназначено исключительно для охоты. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию, искатели Якутии отправились к Алексею Дьяконову, энтузиасту, работавшему над облачением якутских воинов для театра Аланхо, одному из изготовителей доспехов для нашумевшего фильма «Тайна Чингисхана» якутского режиссера Андрея Борисова по роману Николая Лугинова. Начали снимать фильм, и вот нас попросили. Ну, это, в принципе, не кузнец, но команду собрали, сказали, раз надо, сделаем. Ну, одним боевым духом и начали делать. Другие специалисты считают, что общее количество воинов было около 100, может быть, всего. То есть каждый, да, тайон имел одного, допустим, одного воина профессионального. Потому что профессиональный воин, он же не работает. Он практически только самоусовершенствуется. Да? Вот. А больше было уже держать их дорого. И, в принципе, такое мнение связано с тем, что смысла не было держать, потому что не так уж часто и воевали. При приходе русских, получается, меньше воевали, потому что началась эта оспа и всякой болячки, и все население вот Тунгусское вымерло. Раньше Тунгусское все назывались, и Венка назывались, Юкагири, все, ну, кто жил, многое вымерли. Поэтому уже воевать не с кем было. Уже доспехов, считай, и русскими не воевали. За это наказывали хорошо. А получалось, до этого они воевали вот этими сопредельными землями. Вот даже вот источник есть, про индейцев же есть. У нас источник, я читал, в Тигелях средних. Вот это шитые лицами люди были. Это татуировка. У индейцев были такие. А у якутов были в стороне, где Вилюйск, стороны Вилюйска были такие люди. С ними наши воевали. Ну, наши, это получается, якуты, которые жили здесь и воевали с ними. Воины были, например, у Бая могло 200 воинов по источникам. А это 200 воинов, значит, 200 человек, ну, раньше-то железо ценилось очень. Долго ее делали или перевозили, из этого делали. Вот из-за этого 200 воинов, например, имеет, ну, доспехов. Это считалось большим боем, например, богатым человеком. Потому что я не знаю, сколько стоил один доспех. Но, скорее всего, ну, не одно стадо коров. И доспехи, скорее всего, были. Постоянно защита, потому что в военное время они жили. У нас достаточно косвенных доказательств того, что якутский доспех существовал. Но мы по-прежнему не держали в руках ни одного настоящего древнего куяха. У якутов, у отдельных племен были, конечно, ботуры. Так называемые, как бы, люди, которые специально прошли подготовку, сильные и физически, духом. И они, конечно, защищали, если при необходимости могли отправиться, но вдруг кого-то из его племени где-то обидели или там отобрали его, там дичь или землю, охотничьи участки и так далее. Так, они отправлялись туда на переговоры и так далее. В нашем музее, когда открыли, поступил панцирь из железных пластин у Салданского улуса. К сожалению, они потерялись. Вот, примерно 17 век. До наших дней в целом виде не дошел ни один якутский панцирный куях. Все, чем располагают музеи, это разрозненные пластины. И мы можем лишь догадываться, как выглядел настоящий
якутский доспех? Источников нету, археологических данных нету, и в музее ничего не было. И вот мы потихоньку взяли, оттуда забрали, монгольские рисунками по ним начали делать. И вот прочитал, вот, например, вот эти якутские доспехи, вот, скорее всего, так были. Они разные были. Вот. Это пластинчатый, получается. Еще вот чешуйчатый. И вот отличаются они тем, что у нас всегда на коне, поэтому, чтобы свободно было всаднику, а не как это у рыцарей. Они облегченные варианты у нас были. И вот поэтому у них, вот видите, маленькие щиты были, чем это. Вот даже вот это еще меньше, я думаю, потому что они легче управляются и защищает, в принципе, защищенный весь этот передний часть. И вот мы под нее и руководство делали. А вот это, здесь тоже пластинка, вот, чтобы уши берегли. Но тут по-разному интерпретировать можно. Разные бывает, но мы тоже по источникам шлеме специально делали. Вот это длинное, как копье, в принципе, использовалось, батыя называется. А вот это короткое, батас, это ближнее боя уже. Получается, они подразделяются на два. Рубящие и колющие. Да, рубящие и колющие, только чуть дальше. А вот это короткое получается. А как можно было это оружие сочетать с щитом? Ну, я не знаю, вот это, скорее всего, у них специально были вот, нужно вот, и щит, например, вот они могли, наверное, вот так управлять, как копье. Ну, более ближнего расстояния, но они некоторые были длиннее, скорее всего. То есть фехтовать таким нельзя было? Нельзя. Но это рубиться только, если упал с лошади, уже тогда рубиться. А вот это, если ближе, как сабля современная, скорее всего, вот так, они ее и рубили. Ближний бой. И вот поэтому они маленькие были щиты, чтобы удобно было, где что, защитить себя, лошадь. Скорее всего, я так был. Сильнее воина в якутских преданиях – кузнец. Из железной болванки кузнец выковывает самого богатыря и в течение 44 дней обрабатывает его, закаляя со всех сторон. После этого изготавливает доспехи и полный набор боевого снаряжения. Кузнец может перековать воина в стремительную железную пику, которая способна пройти через огненный океан. Тот, кто изготавливает оружие, знает, как и чем можно от него защититься. Искатели Якутии пришли к кузнецу и не ошиблись. Ну, когда клинок изготавливается, сперва передается первичная вот форма клинка. Вот такая, хвостовик и кончики там делаются. И при этом мы применяем горн. Она дает высокую температуру. У каждой стали своя температура ковки, а также своя температура закалки. Сейчас мы сделали из нержавеющей стали высоколегированной. Она твердая, когда вот приковка и твердая при обработке, потому что имеет где-то больше 13% хрома, поэтому не ржавеет. И температура закалывания тоже высокая, свыше 1000-1100 градусов и так далее. Ну, порядок какой? Сперва вот передается форма ковкой, путем ковки, да, клинка. Потом на наждаке дорабатывается, и потом закалка идет. Потом только шлифовка, а потом отпуск. Обязательно отпускать надо, когда вот закаливается и когда вот куется. Образуется механическое напряжение, это напряжение надо снимать. И все зависит, как получается клинок от мастера, от мастерства, от самого мастера. Меч он выбрал длинный, прямой, наилучший среди мечей. Было меча лезвие чарами напоено 88 грозовых мчащихся облаков. У 99 клювастых илбисов отбив железных клювов концы, сбили их в одно лезвие.
заклинатели-кузнецы сваривали лезвие меча на крови из печени льва, потом закалили его желчью зубастых рыб. Стал таким блестящим булат меча, что за 3 перехода дневных видеть зоркий юноша мог, словно в зеркале в этом мече, отражение губ своих и зубов. У меня дядя был кузнецом. Когда у меня лет было 5-6, я видел, как они закаливают вот этот клинок. Опустили вот нагретого до белизны, до красна металл в эту воду и сказали, она катта, по-якутски катта, высоклад, типа такого. Ну, если так перевести. Ну, закалили. У меня такой вопрос, мысль такая появилась. Как это может там высохнуть, засохнуть материал, который в воду засунули? И отсюда пошла как-то интерес к этому металлу. К сожалению, мы сейчас знаем только понаслышке. Говорят, когда вот этот оплавливает вот металл, сталь, и поверхностная часть, наружная часть, пригодилась для выковать там сковороду там, и так далее, ну, мягкого содержания. А которое самое внутри называлось сердцевина. В этом очень хороший состав, говорят. Даже вот получали стали с веснушками, то есть похожие на булатную сталь в структуре. Эта веснушка, когда образуется вот на булатных сталях, это говорит о монокристаллах, то есть содержание чистого железа. И из этих сталей, они, говорят, изготавливали вот очень ритуальные вот клинки и кончики стрел. Рубящее свойство вот рубящего клинка характеризует только вот угол заточки, когда вот рубящая она точится с этой стороны. Эта сторона остается вот гладкой. И с этой стороны имеется канавка вот такая. Когда вот удар происходит, когда вот траектория вот реза идет, она идет вот таким образом. То есть вовнутрь идет. А когда вот нож, когда вот затачивается, наоборот. Когда вот сагаешь, она должна вот идти наружу, вот, а не вовнутрь. Ну вот когда вот воины, когда ударяют, вот им свойственно, когда вот идет траектория вовнутрь. Ну, порядочность, которую вот делают доспеха, вот эту чешую, должна вот соответствовать как у чешуи рыбы. То есть поверхность вот так должна идти, вот так. А если вот так будет, ну, наоборот, да, когда хвостом вверх вот рыбу, когда делаешь, то стрела может там свободно пройти и так далее, колющие там удары могут спокойно пройти. А наоборот, должна быть, чтобы голова рыбы должна была вверх, чтобы чешуя должна таким образом находиться. Были чешуйчатые, скорее всего. Подержите, пожалуйста. Вот это, например, я его ударяю, да, например, вот, получается. Вот она наверх пойдет. Она друг друга защищает пластинки. Ударил на прямой удар, выскользнул. А вот такие не защищают. Например, вот так подскользнул, и все, проткнул человека. Вот смотрите, вот этот доспех, специальная пластинка сделан. Мы его до фильма делали, Ингисхан. Вот ударил, и она наверх пошла. Ага. Тут, смотри, она так, если боком только сильно, то не пройдет. Вот смотри, вот сделано. А вот тут смотри, сразу проткнул человека. Получается. И удар терпит. Хуях – это общее понятие. Хуях мог вот такой быть. Защищает от слова. Хуях от тела защищает. Кроме металлических куяхов, в якутских преданиях упоминаются панцири, изготовленные из ольхи. Были панцири, сплетенные из прутьев. Носили их слабые люди. Сильные облачались в железный панцирь. Надо полагать, что сильные люди были также и богаты.
металлические доспехи стоили дорого. Костяные тоже были. Они тоже защищали, но в основном у пехотинцев были костяные. Они вот сделали, с рогов делали, это, например, вот Сахатова. И специально кожу вымачивали долго-долго. И она каменной становилась. Из него, из этих пластинок тоже готовили. Вот это в основном были вооруженные пехотинцы. Сейчас, к сожалению, не сохранился ни один полностью уцелевший якутский панцирь Куях. Причин тому несколько. Цельнометаллические западноевропейские доспехи, панцири и шлемы с забралами оказались более устойчивы к влиянию времени. Но у нас в Якутии таких доспехов просто не делали. По одной очень самой простой причине. Попробуйте надеть такой цельнометаллический панцирь, даже хотя бы поверх шубы, и выйдете на улицу в самые жестокие морозы. И вы поймете, что даже самый закаленный воин неминуемо потеряет боеспособность, если не получит тяжелейших обморожений от своих стальных облачений. Уже к концу 17 века между якутами и русскими казаками закончились боевые столкновения, а также закончились межплеменные войны между самими же саха. И панцири стали невостребованы. На охоту его не оденешь, войны уже закончились. А в то же время каждое хозяйство требовало высококачественных инструментов для бытового обихода. Гвозди, молотки, лопаты и многое другое. И естественно, что высококачественные панцири шли на переплавку и на переделку. Высококачественные изделия, защитные доспехи являлись товаром и служили продажей. Их меняли на продукты, на меха, на лошадей и на многое чего другое. И даже платили ими ясак. Естественно, в таких условиях якутские куяхи постепенно выезжали, вывозились за пределы Якутии. Встаешь, наверное, вот так. Чуть-чуть защищает, вот, например, так. Тут и веревочкой одевать. А вместе с всем обмундированием будет тяжело. Щит, шлем. Якутское защитное вооружение стало неотъемлемой частью первопроходцев. Якутскими куяхами поголовно были снабжены служилые люди, входившие в состав отряда Ерофея Хабарова. А было их более 100 человек. Возможно, именно в Амурской или Хабаровской области нам когда-то предстоит найти целый якутский куях. Только тогда мы сможем с уверенностью сказать, как выглядел этот уникальный якутский доспех. Третий доспех лежал как гора. Он с надеждой его схватил, проворно надел на себя. Просторный грузный доспех, будто латы для него кузнец ковал, будто швом стальным для него сшивал. Ладно, стан исполину доспех облег. Потянулся Нюргун сколько мог, выгнул спину, плечами повел. Трехслойная кольчуга на нем не треснула, не разошлась, ни единая бляха с него булатная не сорвалась. Чем круче он спину сгибал, тем крепче ратный доспех тело ему облегал. Упругая при повороте любом, кольчуга растягивалась на нем и стягивалась опять. Не тесня, красовался на богатыре, как литой доспех боевой. Видно, он обрел, наконец, непробиваемую броню, боевую сбрую свою.